Жители Республики Коми пожаловались в РИО главы региона Ростиславу Гольштейну на проблемы с получением льготных лекарств. Как выяснилось, причина кроется в неполадках новой единой медицинской информационной системы «Парус», которая внедряется во всех субъектах Российской Федерации. Проблема стала настолько острой, что власти региона были вынуждены вмешаться. Ростислав Гольштейн раскритиковал работу Минздрава Коми и потребовал ускорить решение вопроса. Александр Дудко в январе 2023 года перенес инфаркт. С тех пор мужчине необходимо ежедневно принимать поддерживающие лекарства по 5 таблеток в день. Какие-то утром, какие-то вечером. Как вспоминает интинец, еще 2 года назад трудностей с получением лекарств не было. Первый год не было, вот прошлую зиму и весну были проблемы. И вот сейчас снова началось, летом не было, осенью не было. Сейчас опять, вот, видите сами, пришел, ни одного, а мне надо 5. Но это не смертельно, мы же обычно с запасом немножко. Что неделю-две подождать можно. Это у них какая-то программа тут барахлит. Но эту программу ведь кто-то им спустил, почему не проверили, не обкатали. Тут по цепочке надо в секторе бить. Я еще в декабре вот получал, проблем не было. А сейчас, видите, вот у меня 5, ни одного нет. Программа, о которой говорит Александр Дудко, единая медицинская информационная система «Парус», которая по задумке должна была облегчить процесс контроля и выдачи лекарств, но пока только создает сложности. Почему мы вообще перешли на эту новую систему? Зачем переходили? Задача стояла на протяжении нескольких лет связать, получается, региональную медицинскую информационную систему и федеральную. И там она состоит из нескольких блоков. В частности, мы добавили блок в электронный рецепт. И теперь уже врачи, находясь на своем рабочем месте в поликлинике, могут выписать пациенту и выписывают рецепты электронные, и они тут же отражаются в аптеках. Коллеги в аптеках видят. А также коллеги из федерального центра, из Министерства здравоохранения, то также видят всю прозрачность нашей работы как в поликлиниках, так и в системе складского учета. В части выписки электронного рецепта, взаимодействия с госуслугами, пациенты могут видеть сейчас свои рецепты, в частности, на портале госуслуги. Здесь все прошло хорошо, но в части складского учета возникли и технические, и организационные моменты. Наконец, с января количество отсроченных рецептов по данным прокуратуры Коми достигло 4000. Минздрав республики заверяет, что препараты есть в наличии, но задержки возникают из-за сложностей с настройкой новой программы под особенности региона. Сегодня на аптечных складах, по словам заместителя председателя правительства Республики Коми Игоря Дягилева, сформирован запас лекарств на 2,5 месяца на сумму 550 миллионов рублей. При этом контракты на поставку заключены до 2026 года. Александр Липтуга последние 3 года тоже не может обойтись без ежедневного приема лекарств. У интинца сахарный диабет. Препараты, необходимые мужчине для жизни, выписывают кардиолог и эндокринолог. Этих вот полосок на контроль сахара в крови, их нет уже месяц, больше я не могу получить. Хотя они выписаны, здесь рецепт лежит, он ждет, когда поступят. Я получал где-то в ноябре месяце, там партию таблеток, а сейчас подал, дали все, а этих полосок нету для контроля. Не знаю, еще новую партию таблеток принес, что дадут, что не дадут, еще неизвестно. И в этот раз из рецептурного списка Александр Николаевич получил не все препараты. Сотрудники аптеки записали контакты мужчины, чтобы пригласить его, когда появится лекарство. Эти съемки мы провели в конце января, а заранее договорились с одним из получателей льготных лекарств встретиться вновь, когда ему поступит звонок о получении препаратов. Зампред правительства Коми Игорь Дягилев пообещал, что до конца текущей недели количество необслуженных льготных рецептов будет сокращено до минимума. Недоработки программы будут исправлены до конца февраля, начала марта. Основные узкие места мы решим до конца февраля. Самое главное узкое место – это формирование заявки с главного штаба наших аптек, чтобы уходило на склад и, естественно, вовремя формировался заказ. Вот этот вопрос коллеги уже разработали, сейчас мы его тестируем. Буквально через несколько дней
возьмем, включая выходные. И надеюсь, вот это самое проблемное место мы уже решим до конца недели. То есть уже пилотируем эту версию. А в целом все ключевые вопросы до конца февраля. Лекарства Интинская бюджетная аптека получает еженедельно. Последняя партия пришла объемная. Сотрудники аптеки обзвонили всех, чьи препараты поступили в Интум. По словам интинцев, во вторник в аптеке не было свободного места. Пришло не все из ожидаемого, но его большая часть. Александру Дудко сообщили о том, что он может подойти и забрать препараты в понедельник. Мужчина приехал в город в среду, потому что живет в отдаленном микрорайоне. Александр Николаевич благодарен за такую чуткость сотрудников аптеки. Ну, конечно, они, по-моему, очень хорошо относятся к нам, вот, к тем, кому такая штука нужна. И могли просто сказать: приходите, узнавайте, да? Нет, вот специально, насколько я знаю, сейчас помощников выделили, чтобы они именно вот обзванивали людей. Это мне мой врач говорил. Так что нет, к аптекам претензий нет. Они молодцы. И вообще, Александр Дудко признается, что ни к медицинскому обслуживанию, ни к медикам Инты у него претензий нет. Да и какие претензии могут быть, удивляется мужчина, когда врачи ему буквально жизнь спасли. Ну, я сразу на инфаркт загрешил. Ну, возраст позволяет такой вещи. Так меня с дома привезли сюда, в больницу. Опять же тут в реанимацию. Пока туда-сюда вертолет подоспел. С залета в Воркуту, там на стол. Чик-чик-чик-чик-чик. Стентик впихнули. Ну и там уже полечился. Потом еще 2 раза ездил, тоже стенты ставили, у меня 3 их. Посчитайте, сколько на меня денег потратили, как я буду тут грешить. Хотя сейчас говорят, что стариков держать там, они, мол, пользы не приносят. Я медицине благодарен, очень. И сейчас вот врач хорошо относится, лечащий. Вообще нет претензий, молодцы. Ростислав Гольштейн поручил не только Игорю Дягилеву, но и исполняющему обязанности председателя правительства Коми Дмитрию Братыненко взять на личный контроль ситуации по обеспечению жителей региона лекарственными препаратами по отсроченным рецептам.